Всем привет, ребятки! Ну что, фидерная эпопея продолжается. Второй выезд, друзья. Сегодня иду на дальняк, на дальнюю точку, на свое любимое место. Ну, с разведкой, естественно. Выезжал по фидеру, была ночевочка, ребята, кто смотрел, завалил я кабанчика. Ну, стоял недалеко от деревни, а сегодня прям хочу вот съездить туда, где много ночевок провел с супругой. Ну, кто в теме, ребята, тот знает, куда я иду, на маленький галечник. Пока грузился, ребята, весь взмок. Душно, гроза. На деревне, ребята, страшная туча. Ну, сейчас ливанет. Надеюсь, друзья, я уйду туда, где будет дождя не будет. В общем, прохожу циклон. Уходим от дождя, ребята. Рыбалка с ночевкой. Посидим, пободаемся. Посмотрим, как в этом сезоне на этом месте. Короче, давайте со мной, друзья. Как обычно, поставили лайкосик. Налили что-нибудь себе вкусненького. И погнали. 20 километров. В этом году еще этот маршрут не проходил. Коряги знаю, старые, но возможно в этом году все поменялось. Так что будем в аккурат изучать фарватер заново. Фух, ну все, полетели. Ребята, не успел свалить, быстро накрыло. Короче, остановился, тут такие обрывы, кусты, тут немножко меньше дождя. Ну, в общем, тут у меня вещи такие, сумки. А так, гербомешки, вот такая штука работает, вообще не переживаю. Здесь просто не успел убрать, достал там куртку, там камера у меня лежит большая, ну, поснимаю, короче. Накрыл дождевиком. Ну, а сам то, что промокли, ребят, это мелочи жизни. Высохну быстренько. Но обычно ливни, они так быстро проходят. Ничего страшного. Сейчас перекурим 5 минут и пойдем. Ну что, привет, родная. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ай, какая красота. Добрался, ребята. Ну, понятно, здесь плотный ажиотаж. Место такое. Есть дорога. Люди приезжают. Ну, блин, радует глаз, ребята. Порядок, блин. Дровишки, молодцы. Кто тут сидел, рыбачил. Понятно, что здесь не один человек рыбачил. Блин, ну красота. Я постоянно отсюда мешками прям вытаскивал. Четко смотрю, и замяли. Обычно вот здесь палатку ставили. Чешуя. Леща, значит, дергали. В общем, вот, ребята. Кто давно на канале знает это место. Здесь я ловил трофея. Как раз на фидер 2,555. Куча рогатулек. Ну, в общем, ребята, с отсюда и будем бодаться. Блин, вода прям суперская, ребятки. То, что нужно. Красота. Я вымок. Потом пошел под дождем. Думаю, ладно, прошел. Солнце выскочило, ребят. Он весь сухой. Красота. Рогатульки. Всякое разное. Я взял два крокодила на живца. Буду ставить. Круто, круто, ребята. Видно, что вот с травы рыбачили, когда вода большая была еще. Очень мне нравится. Блин, место здесь, конечно, крутое. Галечник. Здесь свои нюансы. По кормушкам, по зацепам. Ну, здесь, ребята, сегодня будем балдеть. В общем, что? Такими там установками фидеров, поводками мучить вас не буду, ребята. Все уже прекрасно знаете. Покажу потом, как уже все соберу. Короче, ставлю лагерь, ребята. Начнем. Солнышко, блин, бомба. Ах. Попробуем. Здесь я ловил 2 судаков на фидер, кстати. Так что место интересное. Блин, ну и по воде, конечно, вообще просто то, что нужно. Фарватер подзабыл, ребята. Ну, короче, где коряги были в прошлом году, они так и остались. Одно большое там не стало почему-то. Короче, где ожидал удариться, там и все, она есть. Так что, ну, хорошо, когда знаешь места. Вот незнакомый пойдет просто, ну, мне кажется, беда будет, потому что разобьется. Все, братцы, начинаем.
все готово. Зарядил 2 фидера. Патернострик сразу. Нашел бровочку, связал поводочки. Я рыбачу на 2 фидера. Обычно ищу дальнюю бровку и ближнюю. И кормлю разные дистанции, потому что бывает та работает, это не работает или наоборот. Ну, сегодня лупанул одну. Буду закармливать четко прям в одну. Сейчас, кстати, как раз замешаемся, ребята, и у меня новиночка. Мелочь, но приятно. В этом сезоне, ребята, перешел на гермомешки, гермосумки. И также у ребят, смотрю, есть ведра для фидера, тоже из ПВХ. 19 литров, ребята, вот, смотрите, такое ведерко. А то постоянно с этими пластмассами неудобно. Как-то так, а тут как бы смял. И красота. По прикормке, ребятки, у меня добиваю еще старую прикормку с прошлого года. Это ямановская. Лещ, жареные семечки, 2 пачки. Ну и, соответственно, с прошлой рыбалки немного оставалось у меня размешано. Я замораживаю. Раньше выбрасывал все, а потом, блин, ну, по прикормке тоже не сэкономишь, блин. Пшено заварил, ребята. И у меня там остатки вот этой с прошлой рыбалки оставалось у меня. Так, стоять. Не улетай. Не улетай, брат. Вот. И, соответственно, туда 2 пачушки. Здесь, кстати, тоже остатки жареной семечки, пшено и кукуруза была. Бомбанем 2 пачушки. Вот так вот. Так, это выбрасываем. Обязательно, друзья. Или сжигаем и увозим. Стандартно банка кукурузы. Ну, я беру такую дешевую. Если под насадку беру немножко другую. А здесь прям с водичкой, ребята. Туда ее. Живых фракций я никакие не добавляю. Рыбачить будем опять же на опарыша. Ну, если так, прям с прикормкой добавляешь кукурузу. Чисто так. Вот у меня здесь пачек 10. И еще оставалось у меня крупный лещ. Это у нас аттрактант. Не помню, вишня вроде. Ну так, чисто. Все, друзья. Замешиваем прикормку. Вот, короче, обкатываю новое ведро, друзья. Буду обкатывать. В общем, ссылочку оставлю, ребята. Это заказывал на Валберес, на Озоне. У парней ссылки есть, я оставлю. Короче, все, что с ПВХ связано, парни все клепают. Все делают. У нас, слава богу, в деревне точка появилась. Заказал тут 3-4 денька. И все на месте. Сейчас сделаем, ребятки, как мы любим. Вот такая обновочка. А, еще, кстати, пришла сумка, еще одна. Черная, которая на 50 литров. Вот. Так что все четко, ребята. Потихоньку обновляемся. Чуть по чуть. Не все сразу. Немножко, ребята, о фидерах. Ну, вообще, как все есть. У меня все самое бюджетное, самое дешевое. Я фидером стал заниматься 3-й сезон, 4-й уже. Очень так влюбился в эту рыбалку. Такая спокойная красота. Фидера, друзья, у меня самые дешевые такие. Этот в районе 2000, это в районе 2500. 3-метровые с жестким тестом. Это 180 грамм, это у нас 120 грамм. 3-метровые на Волге, конечно, они не пойдут, надо побольше. Но видите, какая река у меня, ребята. В общем, 3-ки мне здесь достаточно. Катушки 4500, это 4000 вроде. С байт-раннер, шнур 16. Вяжу патерностеры. Ничего не выдумываю, ребята. 2 петли, одна побольше под кормушку, одна подменьше.
и на выход на поводок. Застежка. Тут и маркер цепляю, и кормушки разные. Кормушки, ребята, у меня пули. Только на них рыбачу. Очень мне нравится. Как раз вот если на камнях рыбачишь, хорошо вылетает. Железные они останутся там. Ну и кормлю тоже кукурузой. Крупная фракция кукуруза. Она вылетает. Ну, нежели такие, допустим, закормочные. Четко летят. Очень по красоте. Правый ставлю на 100, левый 90-80, чтобы не стаскивал на друг друга. Поводки, ребята, флюрокарбон 18, такой более жесткий. Когда рыбачу на фидергам, вот у меня есть заводской, то ставлю 14-16. Здесь уже можно немножко повыё, так говорится. Крючки КДФные, ну у меня разные, но вот эти мне нравятся. 8-7 номер. Тоже не такие недорогие. Палочки ставлю, бубенчики вот так, потому что когда сидишь, отвлекаешься, потряхивает, ты уже видишь, что какой-то из них работает. Я конкретно не ставлю бубенчик на палку, но это вообще бред, когда сидишь и все это звенит, блин. Сразу подсак, ребята, бросил. Точнее, подсак, садок. Подсак надо, кстати, достать. Плохая примета, но что-то установил, короче. Все. Цепляю, ребята, поводки. Опарыш. Будем кормиться. Погнали. Никаких узлов, ребята, каких-то там соединительных. Петля в петлю чисто. Работаю. Поводок где-то сантиметров 70. Нормально. Вот так. Так, ну и на правый, получается, 100 подвесим. 100, 100. Вот она, 100. По 5-6 опариков. Пока начинаем с опарыша. В этом году, конечно, охота попробовать и на пенопласт, вот на эти кормушки, которые я заказал. Тверские. Опилки в прикормку, ребята, это все с запахом, все четко. Ну, вот так вот. Все, погнали. Блин, там сзади гремит. Неужели опять? Блин, полотенце опять забыл. Неужели опять накроет, а? Так, ну что, первый пошел. Да, блин, туча вон опять, друзья, идет. В районе 4 метров. Дистанция небольшая. Посмотрим. Клипсуюсь, ребята, на 2 витка. Потому что один бывает слетает. И когда точка уже накормлена, тоже бывает. Ну, понятно, что кто-то колышки растягивает. Что мало ли какой-то слет клипсы. Сразу отметился, размотал. Ну, сейчас примерно еще буду выматывать и запомню, сколько оборотов катушка делает. Ну, 100 встала, прям встала. Как-то так. Попер, зараза. Блин, а? А по прогнозу нифига, ребята. Вот тут бор поднялся в лес. Под елку хоть стану так. Вещи закрыл. Босичком, ребята. Комарики хавают. Бля, там люблю босиком ходить, чтобы ноги отдыхали. Массаж. Вообще полезно. Блин, а. Ну, ветер вроде должно пронести быстро. После дождя начнет клювать. О, пока меня не было, ребята. Подлец. Так, это на живца. Ну что, вроде просвет, ребятки. Час потерял, блин.
Смотрите, что с ногами творится, а. Вот там под елками меня забодали. Что полезно для здоровья. Там, когда привыкаешь, там уже особо не чувствуешь. Сразу, ребята, лупит. Сорога. Сорога-то какая, смотрите, друзья. Вообще огонь. Сразу лупит и сорожка. Четко. Пойдет такая. Живец. Так, друзья, ну что, мелочь поклевывает потихоньку. Это радует. Поставим на щуку. Я обычно, когда на фидер, друзья, вот так ставлю дежурные. Потому что, когда мелочь... Вот, смотри, какая... Фига. Стоять. Ты нам еще нужна. Какая активная. Стоять, стоять. Вот так вот. Бывает, чучка подходит. И вот, чтобы дежурные были, я рядышком ставлю. Раз. Вот так. 2 штучки поставим. Пускай стоит. Ох, ребята, сейчас что было? Метров 500. Смотрю, что-то не понял. Думаю, лодка, что ли, на веслах. А там, что понимали, мелко. Смотрю, лось переходит. Ну, переплывает, переходит, потому что это мелко, я знаю. Херачит. Я пока, короче, за сумкой. Сумка в одной, потом за большой камерой сумка в другой. Пока достал, пока зум, пока что, смотрю, уже на берег выскочил. Не успел, короче, ребятки. Вот лосишка перешел. Красота. В этом районе вообще постоянно, ребята, живность. Здесь и мне волки гоняли, крепили. На тот пляж приходили, выли там вот в тех кустах. Здесь постоянно тут гусей тут раз, тут осенью перелет прям такой видел, прям из-под леса шли. Можно было тут долбить их, стрелять. Мелочь долбит. Солнце, ребята, уже не успел. Думал обсохнуть чуть-чуть. Нифига.
Надо одевать штаны, носки, сапоги, пить горячий чай. А то только выздоровел, сейчас болеть неохота. Лосяшка сахатый, смотри, гребет, блин, а. Четко так видно было, блин. Не успел, немножко не успел. Котлеты. Ребята, и вот, опа. Ребята. Походу бомбануло. Походу бомбанула щука. Ух ты, ребятки. Смотри, что делает. Поперло. Вот вам, пожалуйста. Блин, хорошая. Нормальная щука. Тихо, мать. Что делаешь-то, а? Давай сюда. Подруга. Пойдет. Вот вам, пожалуйста. Дежурная. Как я вам и говорил. Они часто потом тут бегают. Просек-то вообще, смотрите, слабенько. Опа. Чисто за губу. Блин, полторашка, наверное. Больше. Они так подзенькивают, нет. А тут смотрю, дала. Ну вот. Кормишь, мелочь приходит, ребята. И вот я частенько потом, она хватает фидер, тащишь, она хватает. Пойдет такая малышка-то. Пускай в садочке балдеет. Тихо, мать, ты что, с ума сошла, что ли? Так, у меня как раз живчик есть. Четко бомбануло. Вот это пойдет начало. Так что, ребята, ставьте, когда на фидер рыбачите, потому что они дежурные ходят потом. Уже проверено, хорошо взял. Блин, фига активный. Главное вот под хребет. Здесь самая такая твердая часть. Потому что в заброс кидаешь, чтоб не слетел. Раз. Отлично. Ну вот. Не, ну так-то, ребят, нормально, что? Согласитесь. Нормальная машинка попалась. Сколько поводков оторвано было, отгрызано. И тут, пожалуйста. Ну, не под фидера, ребят, не из-под фидера. Подальше. Гуляет потом щука здесь. Ну вот еще на запасик. Густерочка. Давай туда ее. Сорожка.
Сорожка пойдет на котлетос. Хорошая сорожка. Как-то так, друзья. Стартовый закон, в принципе, сделал. Сейчас активно покидал. Даже была вот пауза такая, ну, мелочь что-то поклевал, потом хопа, тишина. Вот пастушки такие плавают. Ну, полторашка, она и подлещика разгонит, по идее. Время у нас. О, живец долбит. Время у нас без 28, ребята. Все, я переодеваюсь. Все-таки надо одеться нормально уже. И начинаем рыбалку, пока никаких понятий по лещу. Ну, мелочь клюет. Нет, сорожка. Подлещички небольшие. Густерка. Ну, в принципе, начинаем. Точку закормил порядком. Так что посмотрим, как получится. Да, конечно, блин, все сырое стало после дождя. Тут немножко дровишки есть. Если что, воспользуюсь, костерок, если подзамерзну. У меня есть горелка, полный термос. Там взял готовый суп, ребята. Пацаны подогнали мне там такие консервированные супы. Также в котелочек разогрели, похлебали, если замерзнем там. Сегодня вроде 11 градусов ночью. Так, более-менее, хотя, ну, летом, по идее, там должно быть там 18-20. Тут у нас пока 11. Ну, днем вот 22. Сегодня что-то 24 было, что ли. Ну, великолепно, ребята. Погода распогодилась. Блин, слава богу. Ребейка плещется. Все, я одеваюсь. В принципе, будем ожидать поклевку. 8-9 начнем. Взял маленькую палатку с собой. Так думал, мало ли, если прям приспичит, можно где-то поставить ее, киморнуть. Но охота прям, ребят, выкормить сегодня рыбейку. Посмотрим. Ну, вон взяли щукаря. Наказали, зараза. Прикольно так, ребята, на живца рыбачить ее. Ну, так я уже много ловил, именно вот щук. Именно таким образом, когда вот выкармливаешь, мелочь подходит, и активность, соответственно, щука тоже подходит. Вот. Ну, все здорово. Давайте одеваемся и погнали. Пойдет, ребята. Далее банусок какой выхватил. Не понял изначально, думаю, что так тяжеловато. Ну, в общем, есть такое дело. Обрывается. Свежая, смотрю, из этого года. 120-я. Копилочку. Угу. Тут она противозакручиватель сидит. Я уже отошел, ребята, от этого.
Что-то на противозакручивателе. На шнуре оборвался. Застежку возьмем. А вот это производство, друзья, это лучше в костер. Шнур, леска. Во-первых, у всех моторы. Во-вторых, леска гниет, ребята. 400 лет. Представляете? Доказано. Однако. Максимально свежая вообще. Просто на днях кто-то оставил. Ох, туманчик, ребятки, попер, смотрите. Красота. Слушайте, тишина. Вообще тишина. Не знаю, блин. Кстати, мужички какие-то приехали на машине. Туда ниже сели. Время у нас 21:23. Блин, тишина, офигеть. Ни подлеца никого пока не видал. Странно. От этого места, конечно, я рассчитывал по-другому немножко. Ну, опять же, еще не вечер, так скажем. Рыбалка только начинается. Может, ночью. Бывает, утром здесь выскальзывает. Ну, просто что-то с вечера еще подергивало там так. А сейчас что-то так теребит. Обсасывает и даже не секется там какая-то мелочушка. Не знаю даже, кто поклевывает. Вот как-то так. Ну, кормим, выкармливаем, ребята. Дело фидерное, оно такое. Больше кидай, корми. Все должно получиться. Да ладно. Вышли, что ли? Первый, ребята, небольшой, но первый вышел. Так, отлично. Отлично. Так, что-то уже получается. Быстренько перекусил, ребята. Не знаю, видно меня, не видно. Туман просто вообще. Просто глаз выколи.
фонарь включаешь. Смотрите, ребята. Это вот влага. Морось вот это все идет. Попил чайку быстренько, хотя хотел бы нормально поесть. Думаю, ну блин, ладно, подлещик клюнул. Время пол-двенадцатого, ребята. Пол-двенадцатого у нас времечко. Посидим. Сейчас полтора часика покормим. Не знаю. Вообще непонятно. Вот сейчас какой-то поклевка такая тоже. Костер у меня развалился. Вообще ничего не могу сказать. Вообще. Странно как-то. Посмотрим. Будем кормить. Да, Соня, конечно, так хмуро, уныло все. Из-за погоды вообще, блин, не камильфо. Не люблю, конечно, вот так попадать. Ну, что, бывает. Хотя по прогнозу, ребят, дождя не было. Самое-то, что интересное. Залило так, что мама родная. Ладно. Где наша не пропадала. Прорвемся. Что, будем ждать, ребята, ждать поклевку. Что-то поклевка как будто была. Такая прям дерзкая. Работает один фидер, короче, ребят. Ну да. Такой же. Такая же лавруха, ребятки. Блин, ну полчаса прошло. Уже дал. Замерзать стал. Смотрю, затряс. Да, не густо. Что-то как-то капризничает. Опять, ребята, поклевка. Опять не крупный. А может даже и покрупнее. Чуть сокануть, что ли, потом, блин, а? Злодей. Чуть-чуть покрупнее, ребятки. Чуть-чуть, ребята, покрупнее. Такой. Скучно. Но сидим.
Ну что, друзья, поклевки вовсе прекратились. Время 2 часа. Все-таки я не лег спать. Посидел. Ну, что-то там 4 подлещика, в общем, ребят, получилось там. Ну, не крупный, вообще не крупный подлец. Вообще не крупный. Через пару часов, ребята, будет вставать солнышко. Вот обычно по солнышку бывает, что подлецы выходят. Вот именно в этом месте уже проверено. Сколько раз я здесь рыбачил. Обычно рыбачил где-то до часу. Потом ложился до 4. Вставал, кофе. И где-то вот с полпятого до 7 я рыбачил. Ну и вот подлещики выходили. Кстати, все крупные лещи, которые здесь вот были трофейные, 2,555, 2,100, двушка, все было поймано, ребята, именно утром. Часов в 6, наверное, в 7. Когда уже солнце уже там получается. Короче, ребята, перенес стул сюда, пенечек. Тут все равно возле костра немного теплее. Попробую, ребят, сейчас покемарить. Можно, конечно, поставить палатку. Она ставится 6 секунд. Есть спальник, есть подушка, есть коврик. Но, ребята, тут такая грязища. Просто. Я просто не хочу убить палатку. Так, сами понимаете, что такие вещи они не стираются просто в машинке. Я просто ее убью. Ну, как-то неохота. Короче, вот так, ребят, перекимарю пару часиков. Солнце будет вставать. Встанем, позавтракаем. Возможно, суп сготовлю. Потому что я голодный. Кушать охота. Ну, специально не ем особо, чтобы не кимарило. Кстати, ночью бывает так делаю часто. Когда ночные рыбалки произвожу, не ем. Из-за того, что потому что если ты наешься, тебе станет хорошо, тепло, и ты начнешь сидеть вот так как дурак. А это самое, ребята, самое хреновое, когда начинает тебя кумарить. Не дай бог тебя еще урубит на секунд 10-15, и потом ты просто не можешь голову поднять, она просто чугунная, болит, уже проверено. Так что, друзья, вот таким образом я немножко полежу. Сегодня будет утро шикарное, солнечное. Попробуем, ребята, попробуем отловиться. Если ничего не будет получаться, то особо задерживаться не буду. Я, в общем, спустился. Пойдем на подъем. Я взял спиннинг и потроллингуем. Возможно, что-нибудь, кого-нибудь, щукаря какого-нибудь еще зацепим. Но, к сожалению, лещ молчит. Поклевка, ребят. С добрым утром. С добрым утром. Зараз запрыгает тоже. С добрым утром, ребята.
С утра сорога выскочила на поесть. Еще и заглотил, зараза. Заглотил-то вообще пойдет. Так, друзья, ну что, с добрым утром. Я даже кемарнул полчасика, может, минут 20-30 там. Ну, понятно, на кресле так не поспишь. Вот так что-то сижу. Ну, смотрю, уже солнышко проявляется, думаю, сейчас пойдем, сядем. И смотрю, поклевка, ребята. Это, кстати, как раз на первую донку. На вторую мы с вечера поймали, а с первого вот с вечера я даже не проверял, я не перезабрасывал. И, ну, чучка хапнула. Вот такое, ребята, доброе утро. В общем, лещ не клюет, зато щука клюет. Прикольно. Что, сел на фидер, ребята? Время у нас 5 ровно. Давайте попробуем порыбачить. Оборвал второй фидер. Его что-то утащило так. И зацепилась за бровку. Я сейчас поводок буду вязать. Сорожка, блин, нифига себе. Да хорошие такие. Я думал, уже подлещик клюнул. Сорога. Сорожик. Сорожик. Вот такого можно на живца оставить. Хотя уже скоро домой. Стоять. Что ты, Андрей Викторович, в баскетбол не играл, что ли? Вышел набор, ребята. Время 7. Мелкая сорожка и вихроплавки. Тут барок, ребята, четкий такой. Когда лещ в августе идет, с начала сентября, частенько, ребята, с утра сюда захожу и пакет грибов еще домой. Борик такой здесь небольшой. Красноголовички беленькие. Все растут. Ну, правда, конец июня. У нас первые грибы выходили. Конечно, я немножко собрал даже. Так, чисто посмотрю. Может, маслята какие-нибудь. Маслят охота, блин. Свеженьких покушать. Вдоль дорог, ребята, подберезовички растут. Вдоль дорожки. Ну, подберезовик вообще за гриб не считаю. 70% вода. Что-то белый, что ли?
В натуре, ребята. Боровичок. Но он уже уставший. Короче, вдоль дороги, ребята, надо смотреть грибы. Вот это, ребята, вообще бонус. Боровичок, ребят, смотрите. Молоденький. Чистый-чистый. О, а там еще, ребята. Пойдет. Ну то на жареху наберем. Да нам надо на семью-то там 6-7 штучек с картофаном, блин. Ребята, свежие, блин. Грибочки, друзья, я вырываю, выкручиваю. Повторяюсь, сколько раз не надо писать. Блин, огонь, ребята. Чистенький, молоденький. Кстати, новый нож от Русберга, друзья. Как раз вот под грибочки, блин. Вообще огонь. Там еще, ребята, стоит. Погнали. Смотрите, какой, ребята. Боровичок. Ну какой. Красавчик. Да. Вот вдоль дороги, пожалуйста. Чистоганчик, друзья. Песчаный, правда. Придется помыть потом. Так. Третий грибочек. Надо нам 6 штучек. Прямо на дороге, ребята. Молоденький. Ну какой уродец. Вылез. Вот дорога, смотрите, ребята, проходит. За которую я говорил, можно доехать. Местами, конечно, там проблемно. Ну, Нива, УАЗик заедет. Да, у мужиков кордон большой. Дорога туда идет. Три беленьких вроде, друзья. 3 масленка и 3 подберезовичка. Ну такие маленькие, плотненькие. Взял так тоже их для навару. Короче, тихая охота, ребята. Понятно, что грибов нету, но свеженьких для себя чисто поесть. Как бы нормально. Летом. Прикольно. Вот и солнышко, друзья, родное. Ждал я его. Хотелось мне собираться сырым, потому что чтобы сейчас вещи немножко подсохли. Развесил. Ну и веселее будет спиннинговать. Можно раздеться будет, немножко позагорать даже. Правда, не так уж жарко, но все равно надо пользоваться моментом, пока есть. Так, все, друзья. Потихоньку сворачиваюсь. И вперед, ближе к дому. 7 утра, без 10.
Ну, в общем, вот, ребята, 3 подлеца, 2 щучки, ну и мелочи там немножко. А так, бонус нашей рыбалки, ребята. Порадовал вас вечера, конечно. Красотка. Тихо, тихо. Блин, какая она мощная. Вон, ребята, красотка. Не знаю. Полторашка точно есть, больше. И рыбу, кстати, ребят, буду в ведро вон складывать. Нормальная тема. Так, друзья, ну что, в планах пройти троллингом. Вещи упаковал, достал друзей. Правда, спиннинг, ребята, и так был сломанный. Смотрю, кончик загнутый, точнее кольцо. Я начал выпрямлять, и еще колено сломалось, короче. В общем, вот такая дубинка. Ну, это все уже его на выброс. Уже никуда не пойдет. Ну, хотя на троллинг, в принципе, почему нет. Буду проходить обрывы. Ну, троллинг такая неинтересная рыбалка, ребята. Если что-то будет, то включаемся. А если нет, то до дому. Все, спасибо местечку. Красота. Полещу никак, ну, щука порадовала. Хоть что-то, как говорится, и то не пустые. Погнали. Ничего себе. Я и не понял, что-то вроде как будто дрыгнуло. Блин, тихо, 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 тихо. Вроде как будто дрыгнуло. Как будто и нету ничего. Вот это щук. Щук. Мощный. О, давай, мать, извини. Извини, что немножко тебе жамкнули. Вот это да, блин. Поклевочка, друзья. Не понял, нифига. О, сход. Как так-то, блин, а? Что-то белое, ребят, было. Походу, ясь, блин. Вот с-под того балана хапнул. Что-то сначала не понял, блин. Но это не щука. Это, друзья, был ясь, походу. Ага. Офигеть, гнезд. Смотрите, друзья, сколько гнезд. Вот это да. Шикарные обрывы, конечно. Вообще. Очень много. Тут еще больше, друзья, смотрите. Офигеть. Сколько их тут. Все дальше и дальше, смотрите. Все, ребята, забито полностью. Там сейчас птенчики. Вот они сейчас мошек ловят и таскают. Офигеть. Целый клан. И там еще дальше. Вот это стрижов сколько. Смотрите, друзья, какая находочка. Весной здесь забивала. Плоскодоночка. Даже, может, в хорошем состоянии. У кого-то унесло с деревни. Она лежит. Не знаю, что люди катаются, не видят. Тут рядом деревня есть. Могли бы забрать. Мне просто такая не нужна. Что-то не пойму, ребят. То ли окунь там догонял, то ли что. Тык-тык-тык-тык-тык. Катушка у меня заскрипела. Да ладно, блин. Видали, ребята, сегодня какие у нас уловы? Лютые. Такого даже сфоткать можно. О, молодец. Вот эта щука клюет. Ребята,
Что-то взял. Сейчас свечки будут делать, наверное. Что-то более-менее. Хотя, может, кажется. Да нет, что там более-менее. Щупачочек. Опа. Малышка. Тихо, 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 мать. Тихо, тихо, тихо. Давай, иди. Извини, подруга, за беспокойство. Как-то так. Как-то так. Да, ну и щука, конечно, блин, ё-моё. Вот это сейчас что-то, ребята, походу посерьезнее бахнуло. Или мне так кажется. Ну да, слушайте, что-то она прям... У меня катушка разваливается, как будто. Что там, кто там? Ну да, такая, ребят, уже. Тихо, 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 свечку не делай, мать, не делай свечку. Опа. Кайф, кайф, кайф от души. Кайфовать хочу, кайфовать. Ну, как так, ребята? Что-то напоследок уже более-менее. А заело-то, блин, прям как самое настоящее. Щучий день, короче, друзья. Я не приготовил сразу, Андрей Викторович. А не надо готовить, да? Садок он приготовил. Ничего не поймали. Нифига там хорошечно. Тут еще у меня тут от жерличных приспособ всяких. Да, заело жестко. Ах ты, блин. Тихо, тихо, мать. Ну, пойдешь сегодня на жаркое. Фух. Напоследок, друзья. Две подряд тут сразу. Блин, кофту испачкала мне. Ну так, что-то там в районе килушки она. Еще не последняя, ребята. Еще одну зацепил. Ну тут тоже мелкая. Может даже окунь. Угу. Давай, до свидания. Ух. Да хорош нафиг сегодня. Куда? Больше не надо. Больше не надо. Хватит. Ну вот, ребята, немножко покатался так. Сами видели, щука какая. Там непонятно, или ясь, может быть тоже щучка. Но что-то показалось, как будто ясь. Щучка с размером с воблер. И тут уже ближе к дому уже такая в районе килограмма. Ну, забрал. В общем, у нас там 3 щуки. Сегодня будет классная жареха. Кстати, ребята, сегодня 27 июня, день рыбака. Поздравляю всех рыбаков, ребята, всех единомышленников с праздником. Я сейчас еду домой, топлю баню, жарю грибочки, ребята, жарю рыбку, наливаю 100 грамм и выпью за каждого из вас. Так что давайте, ребятки. Фух. Позагорал. Круто, круто. Вот такой фидер, щучий фидер, ребятки. Все, давайте увидимся, друзья. Впереди, скорее всего, сплав. Возможно. Будем смотреть по погоде. Все, мне тут
3 километра, я дома. Все, всем пока.